Добрый день, уважаемые коллеги. Республиканский институт развития образования приветствует всех участников Международной методической конференции «Эффективный учитель для эффективной школы». Работу нашей конференции продолжает площадка «Кейсы. Повышение мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс». Сегодня с нами работают коллеги из школ Республики Коми, коллеги из Иркутской области, из Москвы и также наши коллеги из Беларуси, из Минска и Витебска. И я предоставляю первое слово нашей команде, не только межрегиональной, но и команде, состоящей из представителей Республики Беларусь и города Москвы. Инга Петровна Тихоновецкая и Наталья Дмитриевна Вьюн представят нам цифровой форсайт как конструктор организации коллективной работы в условиях гибридного обучения. Инга Петровна, рады вас видеть. Так. Да, здравствуйте, приветствуем вас. Добрый день, пожалуйста, вам слово. Что же за такой конструктор вы разработали и как его можно использовать? Пожалуйста. Приветствуем вас еще раз, уважаемые коллеги. Тихоновецкая Инга Петровна. Вью Наталья Дмитриевна. Надеемся, что сегодня произрастет очень много идей на нашей конференции. И тема нашего выступления, вы видите ее на экране, цифровой форсайт, конструктор организации коллективной работы в условиях гибридного обучения. Еще пару лет назад мало кто из нас вообще задумывался над вопросом организации дистанционного обучения. Весна 2020 года, в течение всего 1,5 месяцев, вот весь мир погрузился в величайший эксперимент в истории образования. И дистанционное обучение вошло в нашу жизнь не эволюционным путем, а по методу шоковой терапии. В школе пришлось искать пути решения задач в режиме цейтнота. Но именно вот в этих условиях родился уникальный опыт применения дистанционных или еще, как говорят, электронных технологий. Однако этот переход можно сделать уже достаточно такой вывод, стал болевым шоком вообще для образовательной системы в целом. Оказались обнажены вот многие скрытые противоречия. Ну и хотя, конечно же, сейчас рано говорить о том, какую форму примет образование на выходе, но уже вот сейчас видны позитивные сдвиги в направлении развития именно цифрового образования. Да, именно сейчас на наших глазах формируется новая такая парадигма образования. Переход, конечно, требует от нас, от учеников, от педагогов, одновременно уважения, достижения принципов прошлого, да? Но в то же время приложение абсолютно всех усилий к созданию долгосрочных, таких устойчивых подходов, которые могли бы ответить вот на такие вот масштабные вызовы современности. Ведь значимая тенденция совершенствования современной системы образования – это поиск инновационных подходов, которые позволяют сделать обучение более динамичным и, конечно, соответствующим запросам его получателей. И в настоящее время, всем это известно, да, активно развивается формат смешанного обучения. Но наше исследование показало, что наряду с понятием вот смешанное обучение в современную дидактику, в наш педагогический словарь вошел такой термин, как гибридное обучение. И вот единого понимания данного термина, что такое гибридное обучение, пока еще нет. И многие используют гибридное обучение как синоним смешанному обучению, при котором занятия в классе сочетаются с применением онлайн-ресурсов. Хочется сказать, что достаточно много различных примеров применения именно смешанного обучения. А что же такое вообще гибридное обучение? Да, а наблюдения за форматом гибридного обучения как образовательной технологии вот привели нас к выделению таких характерных его свойств. Ну, это, во-первых, сочетание индивидуального обучения и коллективного обучения. Второй вариант – это сочетание асинхронного обучения и синхронного обучения. Нельзя не упомянуть сочетание группового обучения и самостоятельного обучения. И, конечно же, еще один элемент – это сочетание формального и неформального обучения в течение абсолютно всей жизни. Очень важно отметить, что при гибридном обучении очное обучение с взаимодействием учащихся с учебными материалами, взаимодействием между группами, да, использованием электронного образовательного контента, виртуального класса абсолютно изменяет подход к обучающимся, организует вот такое вот, можно сказать, персонализированное обучение.
И вот с целью оказания помощи педагогам, имеющим профессиональные затруднения в организации профессиональной деятельности в формате гибридного обучения, нами разработана технология организации коллективной работы в условиях гибридного обучения «Цифровой форсайт». Вот в схеме на слайде представлены все структурные компоненты от целей, задач и планируемых результатов до средств реализации и источников. Да, вот представленная авторская наша технология позволяет учителю, можем точно это говорить, потому что уже прошел у нас эксперимент, исследования, много выступлений, качественно изменить уровень преподавания, в частности, в организации учебного сотрудничества в условиях цифровой образовательной среды. И вот адаптацию технологий организации, вот именно такой коллективной работы в условиях гибрида, да, в рамках образовательного процесса, возможно выстроить с использованием нашей идеи. Это конструктора организации коллективной работы, когда педагог сам выстраивает вот такую вот индивидуальную траекторию персонализированного развития. Вообще вот сейчас мы будем пролистывать наши слайды, вы увидите карточки конструктора, они разнообразны, и вот сочетание различных карточек, элементов из набора конструктора, вот меняя связи между ними, их последовательность, можно получить бесконечное разнообразие комбинаций элементов уроков или занятий. И в практике педагогической деятельности возможно использование как отдельных фрагментов конструктора, так и полностью комплексное использование. Конструктор позволяет реализовать в образовательном процессе вот все те инновационные технологии педагогические, которые пришли в нашу жизнь. Но вообще, если говорить об успешности, успешность интеграции вот такой вот технологии в практическую деятельность будет определена, если, конечно, заранее подумать о возможностях, вот каких-то рисках, да, использования конструктора. И для этого мы рекомендуем составить индивидуальный свод-анализ, описав какие-то сильные, слабые стороны, возможности, риски применения конструктора в условиях той организации, в которой вы работаете. И вот очень важно, для нас мы это отметили, что такой вот свод-анализ рекомендуем проводить хотя бы раз в месяц. А вообще вот планирование и фиксацию педагогических действий в рамках конструктора рекомендуется нами проводить с использованием маршрутного листа урока, который составляется, корректируется самостоятельно педагогом с опорой на предложенный авторами шаблон. Вот вы можете видеть на слайде. Работу с шаблоном маршрутного листа следует начинать, конечно же, с анализа и корректировки учебной цели. Разрабатывая гибридный формат обучения, важно учитывать, насколько достижима учебная цель в зависимости от режима участия ваших обучающихся. Полезно, конечно же, задать себе следующие вопросы с одновременной фиксацией ключевого вопроса. А какие знания может получить каждый обучающийся вне зависимости от режима участия? Да, вот, а вот следующим этапом деятельности педагога при работе с маршрутным листом является планирование учебных активностей. Нужно помнить о самых распространенных и эффективных техниках, стратегиях, которые мы используем в наших очных уроках и занятиях. Это и мозговые штурмы, это эвристические беседы, какие-то проблемные вопросы, генерация идей, работа в группе, групповые дискуссии, конечно же, представление проектов, предоставление развивающей обратной связи. И работая вот в конструкторе, важно учесть, что очный компонент в гибридном обучении предполагает вот такую вот синхронность взаимодействия абсолютно всех обучающихся, а не их физическое вообще присутствие в одном месте. И вот важным аспектом в условиях гибридного обучения выступает умение педагога организовать вот это учебное взаимодействие, учебное сотрудничество в формате гибридного обучения, то есть соединить воедино обучающихся, находящихся в стенах классной комнаты и тех, кто учится дистанционно, управлять вот этой учебной активностью и с теми учениками работать, и с другими, сопровождать вот это взаимодействие внутри учебной группы, использовать электронный образовательный контент и различные цифровые инструменты. И, конечно, продумать, как будет организовано оценивание. Важно отметить, что некоторые стратегии, которые мы можем использовать в традиционном обучении, такие как ажурная пила, пазл, сохрани последнее слово, они также могут быть использованы и в формате гибридного обучения.
Да, вот, а вот с целью достижения эффективной познавательной самостоятельности, да, обучающихся, педагогу необходимо подробно фиксировать в маршрутном листе предполагаемые учебные активности, абсолютно для каждой группы, указать необходимые для этого цифровые ресурсы, помнить, что от выбора цифрового инструмента зависит тот самый предполагаемый результат, планируемый результат. И важно проработать время, тайминг, да, учебные компоненты каждого урока, занятия, а также следить за переключением вот этих абсолютно всех форматов. Важно, что проектируя урок занятия с использованием данного конструктора, нашей идеи, необходимо предусмотреть разнообразные практики оценивания, да, то есть для очных, синхронных, асинхронных, различных онлайн-активностей. Ведь конструктор предполагает использование разнообразных форм организации обратной связи и форм оценивания. Вот ведь в гибридном формате необходимо отметить выстраивание такой вот организации сотрудничества в определенном временном режиме. Например, для реализации некоторых методов и приемов в гибридном, да, формате может потребоваться гораздо больше времени на подготовку, чем для тех же активностей, которые мы проводим в очном режиме. Или, скажем, длительность гибридного урока может превышать длительность очного. Да? Как и в традиционном уроке, задача обучения в гибридном формате, конечно, это не передача знаний, а работа над ними, углубление, развитие интереса. Но и для этого нужна вовлекающая обучающая среда, которая будет фокусироваться прежде всего на социальном взаимодействии. Да? И таким образом, вот вы видите, что подводим итог, разработан нами конструктор организации коллективной работы в условиях гибридного обучения. Вы видите, что как раз Инга Петровна сейчас транслирует фрагменты наших воркшопов, различных мероприятий, которые мы провели с активностью, с педагогами, да, имеет реальные преимущества и перспективу дальнейшего развития, носит такой развивающий характер, особенно ценен вот этими богатыми, разноплановыми возможностями конструирования индивидуальных образовательных маршрутов. И вот, конечно же, вот основным достоинством методического сопровождения с использованием представленного конструктора является синтез самых эффективных методик электронного, как сказала Наталья Дмитриевна, обучения традиционного, самостоятельного обучения и преемственность содержания формального и неформального, использование возможностей наработанного того опыта вот нас, практикующих педагогов, который уже был нами приобретен за вот годы работы в цифровой образовательной среде. Конечно, внедрение в образовательный процесс вот таких вот педагогических находок, вот, в том числе как вот методическая игра, выступает средством реализации модели методического сопровождения с использованием средств цифровой, прежде всего, образовательной среды. И мы уверены, будет способствовать профессионально-личностному развитию педагогов. Спасибо большое за приглашение на вашу конференцию. Мы были рады представить нашу идею, и мы надеемся, что она найдет отклик в вашей педагогической деятельности. Спасибо за внимание. Коллеги, спасибо, Инга Петровна, Наталья Дмитриевна. Такой конструктор, мы считаем, просто необходим каждому современному учителю для того, чтобы эффективно организовывать взаимодействие обучающихся в классе и тех, кто не может посетить, да, по каким-то причинам уроки в школе. И, конечно, мы видим сегодня, вот как вы между собой взаимодействуете. Вы же находитесь на расстоянии больше 1000 километров друг от друга, да, но тем не менее вот ваше выступление в унисон действительно является образцом того, как можно выстроить вот такое взаимодействие с помощью дистанционных образовательных технологий. Спасибо, коллеги. Если у вас появляются вопросы, вы всегда можете задать их в чате, можете сформулировать свой вопрос на вкладочке «Вопросы», и наши коллеги всегда дадут ответ на ваши вопросы. Спасибо. Я думаю, если вопросы появятся, вы на них ответите. Ну, а мы продолжаем дальше работу нашей площадки и дальше передаем слово Ольге Валерьевне Волковой, проректору по научно-методической работе Государственного учреждения дополнительного образования взрослых, Витебский областной институт развития образования. Ольга Валерьевна, пожалуйста, вам слово. Как же нам выстроить вот этот путь, как перестроиться от педагогического воздействия и переходить уже к педагогическому взаимодействию? Что для этого необходимо сделать? Добрый день, уважаемые коллеги. Я буквально пару минутку, чтобы запустить презентацию. Или презентация видна? Презентация видна, все хорошо, мы вас видим, мы вас слышим, презентацию видим. Отлично. Я прежде всего хочу поблагодарить за то, что вы пригласили принять участие в вашем мероприятии. Мероприятие на самом деле очень значимое. И когда речь идет об эффективном учителе для эффективной школы, мне бы хотелось, конечно, тоже
привнести своим вот материалом для учителей именно тот значимый материал, о котором мы порой, используя современные технологии и методы приема, может быть, где-то в какой-то мере не совсем учитываем при планировании своих уроков. Это от педагогического воздействия к педагогическому взаимодействию. Извините, пожалуйста, слайды перещелкиваются, нет? Сегодня время радикальных перемен в обществе, культуре, системе ценностей. Современному молодому человеку, чтобы быть преуспевающим, необходимо обладать гибким мышлением, уверенностью в собственных силах, активностью в самореализации. В связи с этим требуются новые стратегии обучения и воспитания, ориентированные на человека культуры как высшую ценность и предполагающий переход от авторитарного воздействия на ребенка к эффективному взаимодействию с ним. И сегодня на самом деле хочется поговорить о том, чем же отличается эффективное педагогическое взаимодействие от воздействия. С философской точки зрения в основу взаимодействия положены любовь, мягкость, доброта. Всякая сила, проявляемая в воздействии, априори рождает противодействие, которое раньше или позже сравняется с этой силой или даже превзойдет ее. Доброта же постоянна и сама себя усиливает, так как рождает ответную доброту. Проблема педагогического взаимодействия рассматривалась в философских, педагогических, психологических работах с давних времен. В свое время Демокрит обращал внимание на то, что хорошо быть учителю любимым, ибо тот, кого все боятся, сам всех боится. Квинтилиан призывал при взаимодействии с учениками не приказывать им, а использовать такие приемы, как просьба, похвала. Он считал, что детским умам вредит чрезмерная взыскательность учителя. О результатах наказания и поощрения задолго до нашего времени рассуждал Аль-Газали и пришел к следующему выводу. Наказание препятствует учению. Отговаривая ученика от дурных путей, учитель должен действовать скорее намеком, чем прямо, из симпатии, а не грубыми попреками. Прямые запрещения вызывают защиту и возбуждают упрямство. Учитель должен делать то, чему он учит, а не давать своим делам изобличать во лжи свои слова. Учитель для ученика не источник информации, он является живым примером эффективного учения. Мишель де Монтень тоже считал, что эффективное взаимодействие учителя и учащегося не предполагает насилия и принуждения, так как они, как ничто другое, уродуют и извращают натуру с хорошими задатками. Таких же взглядов придерживались и наши русские педагоги, это Измайлов и Новиков. В центре эффективного взаимодействия Толстой и Шацкий ставили любовь и пример учителя. Толстой обучал детей сочинительству в своей Яснополянской школе и обнаружил, что и сам многому обучился. Именно эта ситуация побудила его написать статью «Кому у кого учиться писать? Крестьянским детям у нас или нам у крестьянских ребят?». Особый смысл при рассмотрении проблемы эффективного взаимодействия несут слова И. Макаренко об отношении учителя к ребенку. Максимум требовательности к ученику при максимуме уважения к нему. Большое внимание этой проблеме уделял Ушинский, подчеркивая особую роль личности учителя в педагогическом взаимодействии. Только личность может действовать на развитие и определение личности. Только характером можно образовать характер.
Януш Корчик, известный педагог, исследуя проблему взаимодействия учителя с учениками, предостерегал от чрезмерных требований и очень строгих оценок. Мы требуем стандарта добродетелей и поведения, и сверх того, по нашему усмотрению и образу. Найдешь ли в истории пример подобной тирании? Поколение нейронов расплодилось. Он ставит такой вопрос: какую же роль часто берут на себя воспитатели во взаимодействии? И сам на него отвечает: ларек со страхами и предостережениями, лоток с моральным барахлом, продажа на вынос денатурированного знания, которое мешает смелости, запутывает и усыпляет, вместо того, чтобы побуждать, оживлять и радовать. Агенты дешевой добродетели мы должны навязывать детям почитание и покорность и помогать взрослым расчувствоваться и приятно поволноваться. Василий Александрович Сухомлинский также писал об опасности использования учителем власти. Он обращал внимание педагогов на то, что такие проявления учителя опустошают детскую душу, порождают недоверие, даже ненависть человека к человеку. Предостерегал не забывать о самой важной проблеме педагогической профессии, проблеме власти педагога, власти человека над человеком, власти старшего над младшим. Возникает вопрос: что же представляет собой эффективное взаимодействие? Взаимодействие в образовательном процессе представляет собой систему взаимообусловленных контактов в единстве социальных, педагогических и психологических связей, где социальная сторона предопределяет результат педагогического взаимодействия. Психологическая обеспечивает механизм его осуществления, а педагогическая создает ту сферу, в рамках которой становится необходимым и возможным сам процесс организации педагогического взаимодействия. Исследователи, такие как Виноградова, Попова, педагогическое взаимодействие представляет собой как два взаимообусловленных компонента: педагогическое воздействие и ответную реакцию. При этом воздействия могут быть прямыми и косвенными, различаться по содержанию и формам предъявления, направленности, характеру обратной связи, как управляемые и неуправляемые. В соответствии с этим разнообразные ответные реакции. Это может быть активное восприятие, переработка и переосмысление информации, игнорирование или противодействие, эмоциональное переживание или безразличие, агрессия, действия, поступки, либо деятельность. Во взаимодействии с ребенком педагог на некоторое время овладевает наиболее слабой этической инстанцией «я ребенка», чтобы стать для него тем любимым авторитетом, которому хочется подражать. Тогда запускается механизм идентификации, и ребенок захочет и сможет присвоить культурные нормы, одобряемые учителем. Постоянные внешние для ребенка требования превращаются во внутренние. И шаг за шагом учащийся будет стремиться овладеть искусством поиска цивилизованных форм свободы. Одним из условий высокой эффективности педагогического взаимодействия является положительное перенесение, нежная привязанность ученика к учителю. Поэтому для эффективного взаимодействия с ребенком педагогу необходимо глубоко его понимать и создавать опыт коррегирующей заботы, восполнять ребенку то тепло, которое он не получает, возможно, в семье, отогревать его душу. Последствиями неэффективного взаимодействия являются: любое поведение в случае принуждения приобретает свойства защитно-оборонительного. Происходит адаптация к устрашению и безразличию к наказанию. У педагога появляется желание привлечь коллектив в качестве средства воздействия. Усвоенное поведение становится стереотипным, происходит фиксация на деталях и формируется тревожность, подавляется творческая активность, которая замещается шаблонными и более ранними заученными реакциями. Какие же качества
особенности должны быть присущи учителю, чтобы взаимодействие с ребенком и чтобы это взаимодействие было успешным. Ну вот, на мой взгляд, педагог прежде всего должен обладать психолого-педагогической компетентностью, уметь чувствовать ребенка, разбираться в природе коллективных взаимоотношений, владеть игровыми методами обучения и воспитания, новыми технологиями. Вот сегодня целый день мы говорим именно об этом. И очень приятно то, что вы с удовольствием делитесь опытом и с нами, с педагогами из Беларуси, и с регионами, ближайшими регионами, которые находятся рядом с вами. Поэтому главное обладать ясным, без предупреждения, восприятием реальности. Это самое главное для нас, для педагогов. Педагогический профессионализм зависит, конечно же, и от индивидуального жизненного опыта учителя. С точки зрения поведенческой педагогики, эффективное педагогическое взаимодействие состоит в умении учителя найти стимулы, вызывающие желательное поведение учащихся и устраняющие нежелательное. Эффективность педагогического взаимодействия определяют позитивные воспитательные стимулы. Результат эффективного взаимодействия в данном случае будет выражаться в том, что любое поведение приобретает свойства свободного, превращается тем самым в средство самореализации. В итоге происходит развитие положительных эмоций как результата выполненных дел, усиливается позитивная мотивация деятельности, возникают теплые чувства к учителю, развивается толерантность к недостаткам и несовершенству других, склонность к взаимопомощи. Ребенок не нуждается в строгом контроле со стороны взрослых. Развивается творческая активность, улучшаются личностные отношения. Уважение к ребенку подчеркивают сторонники гуманистического образования. Эмпатическое понимание требует, чтобы учитель ставил себя на место ученика и становился чувствительным к его переживаниям и чувствам. Эффективное педагогическое взаимодействие предполагает личностное отношение учителя и ученика, когда последний может широко пользоваться помощью учителя на всех уровнях взаимодействия, что будет создавать особую возможность для развития учащегося. В эффективном взаимодействии место педагога рядом с ребенком может быть чуть впереди. Не подавлять, не подминать, не подменять, не наказывать и не добивать, а предостерегать и обнажать проблемы, предоставляя право решать самому ребенку. Воодушевлять и возвышать. Пробуждать и поддерживать естественное стремление ребенка быть хорошим. Рассматривая вопрос педагогического взаимодействия, Евгений Николаевич Ильин отмечал, что учитель не всегда на уроке самый главный человек. Скорее, он первый среди равных ему, ведущий и ведомый одновременно. Почему так важно, чтобы педагог не только вел, но и сам за кем-то шел? Ну, во-первых, на уроке открывается много неожиданного, подчас любопытного и, главное, часто содержательнее того, что предусмотрено планом учителя. Во-вторых, инициатива ведущего ученика в чем-то сильнее воздействия на учащихся, чем информация учителя, что сильнее зовет их к мыслительной деятельности. В-третьих, идя за учеником, учитель помогает ему вырастать в личность, так как у всякого, кто впереди и за кем идут, вместе с творческим формируется личностное. И в-четвертых, учащиеся неохотно возражают взрослому, согласитесь, да, когда он не прав особенно, предпочитают чаще всего отмалчиваться, совсем иначе, если не прав их сверстник. По мнению Сухомлинского, педагогу важно уметь создать в процессе взаимодействия тот психологический комфорт для всех участников, когда в человеке видят во много раз больше достоинств, чем недостатков. Одним из значительных результатов эффективного педагогического взаимодействия является улучшение самооценки учащегося, что положительно отражается на учебной деятельности и личностном развитии. То есть в процессе взаимодействия
взаимодействия с детьми, учителю необходимо стремиться использовать разнообразные формы, методы, приемы, цифровые технологии, то, что интересно на сегодняшний день нашим детям, цифровые инструменты, для того, чтобы помочь ученику создать лучшее представление о самом себе. В нетрадиционных формах можно выделить интерактивные методы, способствующие вовлечению в активное взаимодействие всех участников образовательного процесса. Это ролевая игра, то есть разыгрывание участниками группы сценок, и заранее распределить роли, мозговой штурм, мозговая атака, метод Дельфи, безоценочное принятие любого ответа на заданный вопрос. Это метод презентации, это демонстрация своих знаний, умений, опыта посредством использования СЭО, метод кейсов, анализ ситуаций, метод модерации позволяет заставить учащихся действовать в одной команде, находить решение определенной проблемы в кратчайшие сроки. Это могут быть тренинги, в ходе которых создаются условия для того, чтобы участники не только узнали свои возможности, но и также смогли использовать их в конкретных проблемных ситуациях. Метод тестовых ситуаций, акции, мастер-классы, передачи способов взаимодействия, мастерства путем прямого или комментированного показа приемов деятельности. Это могут быть тематические индивидуальные консультации по запросам, предполагающие не только обсуждение проблемы, но и практические рекомендации ее решения с участием и учителей, предметников или узких специалистов. К многообразию интерактивных форм можно также отнести это практикумы, общие дискуссии, просмотр и видео обсуждения, также различные виды взаимообучения, взаимоконтроля, защита проектов, проблемно-поисковое обучение, работа в парах, малых группах, сменного, динамического и постоянного замкнутого состава, проведение различных акций и кампаний и многое другое. Таким образом, эффективное педагогическое взаимодействие можно рассматривать как процесс общения учителя с учащимися, в котором закрепляются и развиваются позитивные межличностные отношения, способствующие личностному росту обеих взаимодействующих сторон. Спасибо, уважаемые коллеги. Я завершила и еще раз хочу поблагодарить за предложение поучаствовать в вашем мероприятии и еще раз обратить внимание на то, что на самом деле все, что сегодня звучало и прозвучит и далее сегодня и завтра, это говорит о том, что здесь собрались заинтересованные люди, и речь мы ведем именно об эффективной школе и эффективном учителе. Спасибо. Спасибо, Ольга Валерьевна. Мы благодарим вас за такое вот методологическое погружение в проблему, перехода от педагогического воздействия к педагогическому взаимодействию. Именно взаимодействие позволяет найти те самые точки соприкосновения, и оно является тем механизмом, который как раз способствует вовлечению обучающихся в образовательный процесс, и повышает мотивацию ребят к обучению и к тем делам, и в воспитательном процессе, которые мы организуем в нашей образовательной организации. Спасибо. Мы благодарим всю команду Витебского областного института развития образования, всех учителей, которые принимают участие в нашей конференции. И у нас, по-моему, там еще кто-то должен сегодня и завтра выступать. Спасибо. Спасибо огромное. Успехов. И мы продолжаем нашу работу нашей площадки. Следующее выступление представит Любовь Геннадьевна Кнауэр, город Усть-Илимск Иркутской области. Любовь Геннадьевна, мы вас видим. Добрый день. Школа номер 15, учитель информатики. И Любовь Геннадьевна представит нам, каким образом цифровые инструменты
используется ею для вовлечения ребят в активную деятельность на уроке. Пожалуйста, Любовь Геннадьевна. Спасибо, Марина Анатольевна. Добрый вечер, день, доброе время всем коллегам, которые участвуют в этой конференции. Так, секундочку, кто-то у меня перешел на другую презентацию. Уважаемые коллеги, большой вам привет с северного города Иркутской области, но независимо от того, в каком месте мы нашей России находимся, мы знаем с вами все, что эффективное обучение, об эффективном обучении можно вести речь, когда в центре образовательного процесса находится активный и мотивированный ученик. Поэтому нашей с вами задачей становится спроектировать так учебное занятие, подобрать такие методы и приемы работы, чтобы побудить в ребенке желание быть активным, чтобы он умел качественно преобразовывать информацию, чтобы на уроке был конструктивный диалог, и ребенок, это главное, не боялся высказать свою позицию, даже если она на данный момент будет ошибочной, чтобы ребенок не принимал полученную двойку как трагедию, а принимал это как вызов, который нужно преодолеть. И, безусловно, у каждого из вас есть свой опыт решения этих задач. Я также пользуюсь различными методами, и одним из методов для активного вовлечения ребят в учебную деятельность, закрепления и обобщения материала является для меня использование цифровых ресурсов, позволяющих визуализировать информацию и качественно переработать ее для ребенка. Системность и последовательность применения ресурсов, она оправдана, потому что структурирование и визуализация информации с помощью цифровых технологий в полной мере соответствует системно-деятельностному подходу и повышению мотивации в обучении. Почему? Потому что это позволяет перейти от пассивного восприятия или повторения материала к активной форме обобщения и переработки учебного материала. Тут очень важно для меня системность и последовательность применения ресурсов. Такое взаимодействие, такая форма работы для меня или простраивание моей педагогической деятельности позволяет получить активную и заинтересованную позицию ученика, улучшить их результаты. Для ребят это снятие напряжения при проверке знаний и, что для меня главное, формирование такого плавного перехода от внешней мотивации к внутренней. На этом слайде я хочу сделать маленькое замечание. Я показываю опыт свой, 6-летний опыт, поэтому понятно, что у меня вот такие ресурсы. Безусловно, сейчас необходимо уже переходить на наши отечественные, чем вот я и займусь как раз к новому учебному году. Второе. У меня, вы видите, немного ресурсов, но вы знаете про такой эффект ловушки Лаффера, что у нас пропорционально увеличение инструментов не ведет к увеличению качества, да, то есть всегда есть некий оптимальный такой период. И в конце концов любой цифровой инструмент – это только инструмент для решения конкретных дидактических задач. Поэтому я выбрала те инструменты, которые для меня понятны и важны. Ну и идем дальше. В начале, кто же у меня перещелкивает, в начале курса информатики в 5 классах по началу я предлагаю ребятам уже готовую визуализацию материала, по которой они изучают материал и его дополняют. Вторым шагом
визуализацией информации становится работа с шестиугольниками Рассела. То есть каждый гексаген – это вот неким образом такое формализованное знание, заключенное в понятие. И задача ребят как раз вот эти понятия выстроить в логическую цепочку. Здесь я использую разные приемы и способы работы в зависимости от познавательной деятельности ребят и в зависимости от того, ну, у нас есть дети УВЗ, то есть для них я всегда подписываю шестиугольники по определенным темам, а их уже задача составить их в такие определенные соты, устанавливая логическую связь. Причем здесь ребята должны выбрать главное ключевое слово и вокруг него уже построить вот такие замечательные соты. Можно добавить пустые шестиугольники, если у ребят есть более глубокие знания по информатике, они добавляют эту схему, эту структуру своими терминами. Следующим шагом, опять же, с шестиугольниками Рассела, служит следующий способ работы. Я раздаю уже пустые шаблоны ребятам, они пишут понятия по теме, которые они знают, понимают, а затем они обмениваются этими шестиугольниками с другой группой. И задача этой группы уже составить из существующих шестиугольников свою схему. Ребята объясняют, сколько они использовали заготовок от другой группы, почему они добавили свои. То есть вот налаживается такой конструктивный диалог. Какие задачи мы решаем при таком взаимодействии? Ну, во-первых, это идет, безусловно, осмысление, глубокое понимание пройденного материала через построение логических цепочек. А значит, мы можем говорить с вами о качестве. Совместное обсуждение помогает более полно разобраться в теме тем обучающимся, которые еще затрудняются в этой теме, плохо ориентируются по разным причинам. В совместной работе у ребят приходят неожиданные варианты решений. Они быстрее и действительно творчески решают эти задачи. Кроме того, возникает ценность каждого участника группы. Ребята прислушиваются друг к другу, и вся эта работа происходит в спокойной, доброжелательной обстановке, в режиме свободного обсуждения. Это очень важно, повторю, потому что ребята понимают, даже если я ошибся, это не критично. То есть как раз цель такой работы – выявить возникающие затруднения и совместно их решить. Следующим шагом, это у меня уже в 7 классе, я ребятам предлагаю следующий ресурс Bubble. Здесь у нас идет работа либо индивидуально, либо парная. Больше возможностей именно для индивидуальной работы, для своего индивидуального выражения и понимания темы. Здесь можно предложить такой прием, как готовое изображение, и ребята опять их уже не терминами, а изображениями выстраивают логическую связь по необходимой теме. Ну, а в 7-8 классах, я веду в 5-8 классах информатику, мы начинаем работать с ментальными картами. Почему ментальные карты? Потому что, когда мы визуализируем информацию, используя как слова, так и изображения, у нас гармонизируется работа обоих полушарий, и правого, и левого. Вообще, Тони Бьюз говорил, что слова – это подпрограмма, мы мыслим картинками. И вот такое представление материала помогает ребятам более осмысленно воспринять материал, закрепить его и разобраться в нем.
И опять же, в зависимости от решения той или поставленной той или иной дидактической задачи, я ребятам предлагаю разные варианты. Ну, во-первых, здесь у нас разные сервисы и разные варианты исполнения. Если у нас цель стоит закрепить, значит, мы готовим опорный такой большой объемный конспект. Если у нас это проектная работа, то мы представляем свое понимание темы и защищаем ее. Плюс к этому у ребят формируется собственный банк материалов по различным предметам. Почему по различным? Потому что я активно взаимодействую с педагогами, работающими на одной параллели со мной. И они также предлагают вот эти ресурсы для представления материала. Следующий момент. Очень важный момент. Когда ребята работают, если мы хотим, чтобы они были вовлеченными в процесс обучения, ребята в начале урока должны понимать, какая цель на уроке и как мы будем оценивать свою деятельность, как, почему и зачем. Поэтому я готовлю критерии как для ребят, чтобы они посмотрели, как будет их деятельность оцениваться. И, соответственно, я готовлю свои критерии для себя, оценивая различные стороны деятельности детей на уроке. Уважаемые коллеги, зачастую мы с вами испытываем такую горечь, когда результаты контрольных работ, итоговых контрольных работ особенно, не приводят нас к ожидаемому результату. Да, и мы, естественно, начинаем анализировать причины, почему у нас так получилось. Так вот, когда я анализирую эти работы, то есть я не только оцениваю и выставляю оценки, да, ребятам за эту работу, либо они сами себе выставляют оценки и оценивают работы других. Я оцениваю свою работу. То есть я смотрю на карты, я вижу, этот ребенок хорошо понял тему, этот поверхностно, у этого очень распространенная проблема. Таким образом, я оцениваю свою работу и корректирую дальнейшую педагогическую деятельность, что должно и приводит меня к результатам. Спасибо, коллеги. Любовь Геннадьевна, благодарим вас за представленные материалы. Действительно, не важно, сколько инструментов ты используешь, да, важно, как ты их используешь, как ты их грамотно встраиваешь в образовательные процессы, какие задачи ты с их помощью решаешь. Спасибо, коллеги. Мы продолжаем работу нашей площадки, и к нам присоединяется Сергей Александрович Мартынов, директор Ясныгской средней общеобразовательной школы, муниципальный район Сыктывдинский. Сергей Александрович, вы с нами будете непосредственно в онлайне или мы запускаем ваш видеокейс? Сергей Александрович? Угу. Так, хорошо, тогда мы запускаем ваш видеокейс. И Сергей Александрович представляет нам возможности Центра гуманитарного и технологического образования школы «Точки роста» формирования благоприятной школьной среды. Добрый день, уважаемые коллеги! Я рад приветствовать вас на международной методической конференции «Эффективный учитель для эффективной школы». Мы считаем, что эффективная школа – это школа, которая обеспечивает успех каждого ребенка, а это требует организации образовательного процесса и всей школьной жизни, чтобы собственная деятельность каждого ученика стала превалирующей во всех школьных процессах. Главное условие успешного развития ребенка в школе – это создание и поддержание в ней эффективной мотивационной среды для этапного выявления области его возможной успешности, основанной на принципах позитивизации учебно-воспитательного процесса. Добрый день, уважаемые коллеги! Я рад приветствовать вас на международной методической конференции «Эффективный учитель для эффективной школы». Мы считаем, что эффективная школа – это школа, которая обеспечивает успех каждого ребенка, а это требует организации образовательного процесса и всей школьной жизни, чтобы, собственно,
Добрый день, уважаемые Коми. Школа имеет статус малокомплектной. Сегодня в школе 69 учащихся и 19 воспитанников, из которых 57 ребят посещают наш центр, и это составляет 82%. Центр образования «Точка роста» в поселке Ясных открыт министром образования Республики Коми Якимовой Натальей в начале 2020-2021 учебного года. Это было весьма значимым событием для школы и для поселка Ясных. Центр образования «Точка роста» создан в рамках национального проекта «Образование. Шаг в будущее» и является одним из центров федеральной сети образования «Точка роста». По итогам 2021 года в нашей республике создано 85 таких центров. В перспективе такие центры будут в каждой школе Республики Коми, и в них каждый учащийся сможет раскрыть свои таланты, возможности и быть успешным. Современное образование – это залог успешного будущего подрастающего поколения нашего района, региона, страны в целом. Центры «Точка роста» важны для развития общекультурных ценностей, цифровой грамотности, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности и должны обеспечивать формирование современных компетенций и навыков у школьников. Центр состоит из 2 кабинетов, которые каждый оборудован под школьную внеклассную проектную деятельность. Кабинеты оборудованы современными приборами и инструментами для работы учащихся и педагогов. Оснащение весьма технологичное, как вы видите на кадре, и потенциал центра достаточно велик. Наша команда, состоящая из группы педагогов, охватывает все направления работы центра. Учителя реализуют учебные предметы технология, информатика, основы безопасности жизнедеятельности. Педагоги дополнительного образования раскрывают таланты детей по направлениям медиатворчество, IT-технологии, проектная деятельность, шахматное образование, техническое творчество, объемное моделирование, геоинформационные технологии, технологии виртуальной реальности. Педагог-организатор обеспечивает участие в различных социокультурных мероприятиях. Педагог-психолог проводит занятия с членами школьной службы примирения, профессиональные консультации. Классные руководители регулярно проводят мероприятия по информационной, экологической, социальной и дорожно-транспортной безопасности. Немного оживим презентацию реальными фотографиями. Все проводимые занятия, мероприятия, уроки показывают востребованность центра. На слайде мы видим показ кукольного театра для воспитанников дошкольной группы. Около 65% программ дополнительного образования реализуются на базе «Точки роста». На слайде видно, как Наталья Владимировна Якимова и Чураков Степан Викторович увлеклись робофутболом при открытии центра. Видим, как первый класс собирает свои первые технические модели. Виктор Алмазович ведет урок ОБЖ. Он также является руководителем отряда «Юнармия». Юнармейцы школы в кадре. Педагог-психолог проводит в 7 классе социально-психологическое тестирование. На слайде также виден кадр из школьного шахматного турнира. Ежегодно мы проводим турнир по шахматам среди жителей поселка. Этот турнир мы относим к социокультурным мероприятиям. В кадре юноши 8-9 классов изучают очки виртуальной реальности. На базе «Точки роста» проходит дистанционное обучение 2-го иностранного языка. Этой зимой к нам в гости приезжал мобильный технопарк «Кванториум». Ребята занимаются на их занятиях. И эта востребованность дает ожидаемый положительный результат. Первый год работы «Точки роста» принес первые результаты. Успехи и победы ребят нашей школы подтверждаются на районном и республиканском уровнях. «Точка роста» – это огромная находка и удача для учителей и школьников. Благодаря новейшим технологиям и возможностям уроки перешли на новый эволюционный уровень. За прошедшие 2 года, учтем, что этот учебный год уже близок к завершению, была проделана колоссальная совместная работа учителя и ученика, так как в центре каждый ребенок найдет что-то интересное для себя, а учитель поможет освоить и воплотить это в жизнь. Благодаря «Точке роста» наши дети научились креативно мыслить, находить нестандартные решения, подбирать альтернативные подходы к решению задач, осваивать новые цифровые образовательные ресурсы, анализировать и давать оценку своей деятельности. Но самое главное, что дает центр, это возможность познать себя, открыть и развить свой талант, добиться успеха. Успех возможен только тогда, когда школьная среда благоприятна и комфортна ребенку. Весь педагогический коллектив школы понимает, что только в комфортных условиях можно развить
в ребенке качество личности. Родители будут спокойны и удовлетворены, зная, что ребенок находится в комфортных условиях и получает все необходимое для развития. А педагогический коллектив при комфортных условиях сможет более плодотворно работать и творить. Нам всем должно быть комфортно в школе. Мне кажется, тогда жизнь приобретает яркие краски, а настроение становится хорошим. Наши решения мы принимаем вместе, так как система управления должна быть построена на принципе взаимодействия школьной команды. Директор имеет команду из членов административного совета, каждый член администрации свою команду, куда входят дети, учителя и родители. И раскрывая подробнее тему сегодняшнего выступления, мы с вами попробуем определить, что нам недостает для полного счастья, то есть что нам необходимо, чтобы мы чувствовали себя в школе комфортно и безопасно. Комфортная, благоприятная школьная среда – это внутреннее пространство школы, система ее условий, позволяющих сохранить психофизиологическое здоровье учащихся, способствующих их оптимальной включенности в образовательную деятельность, успешной самореализации. Развитие во многом определяется средой, в которой он живет. От того, насколько комфортно ему в школе, зависит качество образования и психологическое здоровье обучающихся. В настоящее время определенное количество обучающихся испытывают неустойчивое, дискомфортное состояние, затрудняющее выполнение ими школьных требований, испытывающих трудности в общении с педагогами и сверстниками. В связи с этим наша школа реализует в 2022 году антирисковый профиль «Качественная, результативная школьная, образовательная и воспитательная среда» в рамках федерального проекта методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся 500+. Решение проблемы этой направленности я вижу в достижении обучающимся комфорта во время учебного процесса как состояние и качественной характеристики их деятельности. Существуют основные составляющие понятия: психологическая комфортность, интеллектуальная комфортность и физиологическая комфортность. Психологическая комфортность – это такое состояние, возникающее в процессе жизнедеятельности, которое указывает на состояние радости, удовольствия, удовлетворения, испытываемое обучающимся, находящимся в школе. Это условия жизни, при которых любой человек чувствует себя спокойно. Ему нет необходимости от кого-либо защищаться. При составлении плана или конспекта урока или занятий необходимо знать, для кого вы это делаете. Учитывать возрастные и индивидуальные возможности обучающихся. Считаю, что источником психологической комфортности является положительное эмоциональное состояние как обучающихся, так и учителя, доброжелательные отношения между учителем и обучающимся, отсутствие негативных факторов в процессе обучения школьников и профессиональной педагогической деятельности. Как же добиться психологической комфортности на уроке? Использовать в своей работе просьбы, а не требования. Использовать методы словесного убеждения, а не агрессивное словесное воздействие. Использовать компромиссное решение спорных вопросов, а не открытую или скрытую конфронтацию. Не допускать стрессообразующих ситуаций. Использовать на уроках методы эмоциональной разрядки. Это шутки, улыбки, может быть поговорки, афоризмы с комментариями. Хочу отметить, что принцип психологической комфортности является ведущим, так как он предполагает снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе атмосферы толерантности. Говоря о психологическом комфорте школьной среды в целом, нельзя не сказать о значении классного руководителя в создании в классном коллективе комфортной атмосферы жизнедеятельности, интереса ребенка к реализации потребности стать самим собой, индивидуальному и коллективному творчеству. Работа классного руководителя должна строиться так, чтобы формировать традиции классного коллектива, создавать благоприятный микроклимат в классном коллективе, устранять многие проблемы и другое. Классный руководитель проектирует воспитательную систему класса вместе с детьми с учетом их интересов, способностей, пожеланий, взаимодействует с родителями, учитывает этнокультурные условия среды, в котором находится человек. Интеллектуальная комфортность – это удовлетворенность обучающихся своей мыслительной деятельностью и ее результатами на уроке, а также удовлетворение потребностей в получении новой информации. Хорошо известно, что в подавляющем большинстве 25-30% обучающихся успешно усваивают наиболее трудные предметы, например, математику. Остальные либо лучше справляются с гуманитарными предметами, либо плохо успевают почти по всем предметам. Фундаментальная человеческая потребность
Самоутверждение заставляет обучающихся занижать ценность школьных знаний, любознательности, старательности, исполнительности, что связано с образом хорошего ученика и хорошей успеваемости. Как добиться интеллектуальной комфортности на уроке? Это использовать смену видов деятельности, использовать методы, способствующие активизации к творчеству и самовыражению самих обучающихся, наличие внешней мотивации, это оценка, поддержка, стимулирование внутренней мотивации обучающихся, стремление больше узнать, радость от активности, интерес к изучаемому материалу, создание ситуации успеха на уроке. То есть необходимо постоянно поощрять интеллектуальные способности обучающихся. И в итоге оценка должна помогать учебе, а не мешать учиться. Физиологический комфорт школьника характеризуется соответствием между телесными, соматическими потребностями и предметопространственными условиями внутришкольной среды. В первую очередь это потребность в пище, в воде, тепле, ну и так далее, на которых основывается жизнедеятельность человека и которые необходимо учитывать при организации благоприятной внутришкольной среды. Физиологический комфорт связан с сенсорными процессами, характеризующими зрительные, слуховые, тактильные ощущения. Это обеспечение санитарно-гигиенических норм, это свет, тепло, хорошее питание, медицинские услуги, чистота в школе. Организация режима и учебной нагрузки распределяется таким образом, что наши учащиеся максимально увеличивают объем своих знаний. Однако не стоит забывать, что для полноценной работы не менее важным является и полноценный отдых. Школа оборудована удобными рекреациями, зонами отдыха, диванами для отдыха. Это позволяет отдохнуть и переключиться на новый урок. Для проведения школьных мероприятий используется большая рекреация, способная при необходимости вместить учеников с родителями. И в заключение хотелось бы сказать, что школа – это один из первых социальных институтов, с которыми сталкивается человек в процессе своего биологического и социального становления. Пока ребенок растет и формируется, педагоги, врачи, психологи должны приложить максимум усилий к тому, чтобы школа перестала быть фактором, вредящим здоровью, а наоборот была образцом такой среды, которая способствует полному раскрытию задатков ребенка и реально готовит его к будущей жизни. Спасибо за внимание. Сергей Александрович, благодарим вас. Видим, что вы к нам подключаетесь. Что-то хотите еще добавить? Рады вас приветствовать. Да, здравствуйте еще раз. Я, если что, готов ответить на вопросы. Так, коллеги, есть ли вопросы к Сергею Александровичу? Мы увидели, что вы очень серьезно подходите к вопросу организации комфортной для ребят среды, да? А комфортная среда для учителей в вашей школе тоже создается? Да, обязательно, конечно. То есть проводятся семинары, то есть вот если с базой, если в точке роста проводим видеоконференции, допустим, с районом, с управлением образования, подключаемся, проводим мастер-классы, просматриваем, вот сейчас при проекте 500+, видео просматриваем именно на базе точки роста, потому что там более-менее стабильный интернет и оборудован класс. Спасибо. То есть мы видим, что точка роста в вашей школе, она действительно задействована всеми участниками образовательных отношений. Благодарим вас, Сергей Александрович. У нас еще должно быть выступление Натальи Владиславовны Черновой, заместителя директора школы номер 3 поселка Жешер. Но, к сожалению, да, давайте попробуем, Наталья Владиславовна. Получится у вас подключиться или нет? Технические какие-то проблемы возникли. Так, презентацию видим. Камеру, микрофончик, пожалуйста, подключите. Наталья Владиславовна, пока вас не слышим, не видим. Видим только вашу презентацию. Наталья Владиславовна, ну, видимо, не получится сегодня у вас подключиться. Наталья Владиславовна, мы сейчас переходим на другую площадку. Кейс «Цифровые инструменты для преодоления рисков низкой адаптивности учебного процесса». Так, попробуйте что-нибудь сказать, Наталья Владиславовна. Так, не слышим, не слышим. Только треск.
Так, пока не получается ничего, да? Наталья Владиславовна, мы можем вам предложить завтра подключиться к работе нашего круглого стола, который у нас будет по итогам нашей международной конференции. Завтра в 15 часов у нас будет круглый стол «Портрет эффективного учителя в контексте введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта». Если будет техническая возможность, пожалуйста, подключайтесь к работе нашего круглого стола завтра. А сегодня тогда мы уже завершим работу нашей площадки. Спасибо, Наталья Владиславовна. Коллеги, мы завершаем работу площадки по включению, по вовлечению и мотивации обучающихся. И приглашаем вас на площадку по цифровым инструментам для преодоления рисков низкой адаптивности учебного процесса. Благодарим всех, кто принял участие. Спасибо.